1910 году студент шакирт Оренбургского медресе Хусаиния Мухаммедшах Бурангулов со слов сказителя Габита Аргынбаева записал башкирский народный эпос «Урал-Батыр». Значение этого события трудно переоценить. Древнее сказание, на протяжении столетий существовавшее лишь в устной форме, впервые было записано на бумаге. Кем был Мухаммедшах Бурангулов и каково значение его деятельности для нас, живущих сегодня? Мухаммедшах Бурангулов прожил довольно долгую и предельно насыщенную событиями жизнь. Людям его времени и его формации событий в начале бурного XX века хватало с лихвой. Но немногие из деятелей башкирского национального движения сделали столько для своего народа, сколько Бурангулов. Еще меньшее число его соратников пережило 1937 год и увидело плоды своей деятельности. Одним словом, Мухаммедшах Бурангулов был счастливым человеком. Правда, для этого ему пришлось пройти долгий и тернистый путь. Мухаммедшах Абдрахманович Бурангулов родился 15 декабря 1888 года в ауле Верхнеильясово Юмран-Табынской волости Бузулукского уезда Самарской губернии. К роду Юмран-Табын, помимо молодых тогда литераторов Бурангулова и Сагита Агиша, относился известный писатель и просветитель Мухаммед Салим Умедбаев. Причем, согласно Шежере, все они были дальними родственниками. Из другого ответвления племени Табын, рода Иректы, происходили замечательные писатели, историки и богословы. Али Чукури, Игорь Фулла Кииков. Все линии этих родов восходят к Майкы-бею, военачальнику Чингисхана и его сына Джучи. Таким образом, Бурангулову и его соплеменникам одинаково были близки обе традиции – и ордынская, и башкирская. Он рано осиротел. В 9 лет умер отец, в 12 мать. И он сам должен был о себе заботиться. Но, тем не менее, он заботится о себе, он продолжал учиться, окончил в селе Юлдаш русскую начальную школу. Затем все лето проработал, где попал, где официантом, где зерно грузил, где что. Вот какая работа попадется. В своей автобиографии он впоследствии пишет: «После окончания начальной школы в 1901 учебном году совсем уехал в город Оренбург. Летом работал в чайной столовой у Баязитова Багауддина как официант, а зимой учился в медресе Саитовского посада в Каргале у Галикеева при 7-й мечети». В 1908 году Бурангулов поступает в Оренбургское медресе Хусаиния, учрежденное предпринимателями братьями Хусаиновыми. В медресе училось более 200 студентов-шакиртов. На пансионе находилось около 60 человек. В отличие от них, молодому Мухаммедшаху приходилось зарабатывать на учебу самому. Это всем известное учебное заведение того времени. Оно не слишком прогрессивное, не слишком отсталое, но довольно-таки серьезные знания он давал желающим. И в это время даже имеющие родители, обеспеченные шакиры до того времени, они все летом работали. Работал и Бурангулов. Летом 1903, 1904 и 1905 годов работал в городе Актюбинске на мельнице Забирова-Фаткулы приемщиком. Летом 1906 года учительствовал среди казахского населения Актюбинского уезда. И вот я удивляюсь тому, что он в это же время он не обозлился на жизнь. Он своим трудом, ночами и со всяким людом, скажем, там и пьяницы встречали, он не утратил тягу к духовной жизни. Он записывал интересные там байки, интересные слова. В общем, он вел там исследовательскую работу. В 1907 году началась перепись населения Российской империи. Его, как знающего несколько языков, а Бурангулов, судя по анкетам, владел помимо русского и родного еще и арабским, казахским, татарским языками, привлекли к переписной кампании. Это было, что называется, воля случая. Но что такое случай? Прихоть судьбы или знак Божий? Так или иначе,
Участие Бурангулова в переписной кампании 1907 года сыграло решающую роль в обнаружении и фиксации эпоса «Урал-Батыр». Летом 1907 и 1908 годов ездил по Башкирии во время дополнительной переписи среди башкир как переводчик. Используя этот момент, собирал башкирский фольклор. Тогда в 1907 году была перепись, и у него на наше счастье, не знаю, на какую-то удачу, его определили в Баймакский район. Он дом за домом там обходил, там же заполнить надо было переписные документы на русском языке. И он очень любознательно со всеми он знакомился. И вот зашел он в деревне Идрисово Баймакского района старику Габиту. Габит Аргынбаев, Сесен, народный сказитель из рода Бурзян, проживал в ауле Идрис современного Баймакского района Республики Башкортостан. Габит Сесен пригласил молодого фольклориста к себе в дом на чай. Сыграл на курае. В ходе разговора Бурангулов узнал, что старик является хранителем множества башкирских сказаний. Но времени записывать их тогда не было, и он оставил это дело на будущее. В общем, вот эта встреча была, скажем, такой знаменательной и значительной, что мы все помним этот день. Потому что как раз встреча с этим выдающимся человеком, Габит Сесен, который хранил в памяти бесчисленное количество поэтических строк башкирского народа, он записал у него шедевры нашей словесности, которые сейчас даже не боясь скажу, что это всемирные памятники. Прошло еще 3 года учебы в медресе. Он по-прежнему зимой учится, а летом учительствует в казахских степях. Наконец, в 1910 году он отправляется в аул Идрис, в предгорье Ириндыка, в долину Сакмары, с твердым намерением записать эпос «Урал-Батыр». Запись эпоса происходила на протяжении многих дней. Все эти дни Бурангулов находился в доме у Габит Сесена. Все это напоминало какое-то священнодейство. Как считают некоторые исследователи, Урал-Батыр представлял собой древний сакральный текст наподобие Авесты или Вед, которые из устно передавались от одного жреца к другому. И, соответственно, священные тексты не были предназначены для профанического уха. То, что Габит Сесен решился начитать эпос именно Бурангулову, говорит о том, что он видел в нем равного себе Сесена, которому только и следовало передать сакральный текст сказания. Мухаммед Шах сохранил описание того, как происходил процесс фиксации эпоса. Уртала туктап калса, ул яңынан шул урында башламай, әсәрде ул яңынан башлай. Әлишә болай дип карасаң, мин дөньяны онытып, ул кешене күз алдына китерәм дә, үземдә тик шул кешеләр белән бергә хис итәм. Улар белән яуда булам. Во время рецитации текста эпоса Габит Сесен впадал в состояние глубокого транса. Повествуя от имени того или иного героя, он как будто сам становился им. Он имитировал его голос и движения. Текст эпоса существовал в устной форме, поэтому на протяжении тысячелетий он передавался из уст в уста от одного сказителя к другому. Габит Сесен говорит о том, что вот он этот эпос выучил, или этот кубаир услышал от Ишмухамеда Мурзакаева, Сесена, известного Сесена. Ну вот его даже могилы есть из Абзелиловского района нынешнего, да? И он также, Габит Сесен добавляет, что Ишмухамед Мурзакаев ему говорил, что он его, этот эпос, воспринял у Айдара Баих Сесена. То есть вот эта традиция сказительская, она была. По легенде, после записи эпоса потрясенный Мухаммед Шах Бурангулов подарил Габит Сесену своего коня.
а сам домой вернулся пешком. В 1912 году Мухаммедшах Бурангулов заканчивает медресе, устраивается учителем в ауле Кайыпкол родной Юмран-Табынской волости и работает в этом качестве до 1916 года. В это время он пишет статьи для газеты «Вакыт», в которых поднимает проблему обезземеливания башкир, живущих по рекам Ток и Чуран. Для его современников эта сторона его деятельности, вероятно, казалась более значимой, чем собирание старинных басен. Поэтому записи эпоса на долгие годы легли в стол. Однако встреча со знаменитым Сесеном навсегда определила вектор его жизненного пути. Вот эта встреча с 7-го года его, видимо, так нацелила, что он всю жизнь остался верен себе. Вот любознательность его. И несмотря ни на какие жизненные условия, он продолжал заниматься сбором, готовил к публикациям, собирал, исследовал образцы словесности. Его деятельность на поприще собирания фольклора не осталась незамеченной наиболее проницательными людьми. Писатель и ученый Реза ад-Дин Фахриддинов сказал о нем, что именно такие люди сохраняют башкирскую историю для будущих поколений. В его литературной характеристике написано: «Товарищ Бурангулов, пользуясь башкирским фольклором, с 1917 года начал писать пьесы. Так им с 1917 по 1930 годы написаны Ашкадар, Шауракай, Буранбай, Ялан-Яркей. Последние игрались на сцене Башкирского гостеатра, но не печатались. Эти пьесы товарища Бурангулова рассказывают о дореволюционной жизни башкир, о тяжелом бесправном положении женщин, башкирских богатырях, восстаниях башкир». Между тем грянула революция, а за ней гражданская война. Бурангулов оказался втянутым в самый водоворот событий. В декабре 1917 года учредительный Курултай башкирского народа провозгласил автономию Башкортостана. Признанная советским правительством в 1919 году Башкирская республика делилась на ряд кантонов. Одним из них был Ток-Чуранский. Его и возглавил Мухаммедшах Бурангулов. Отношения с большевиками были очень натянутыми по причине того, что башкирская автономия воспринималась ими как временная уступка националистам. Ленинцы проникали во все структуры молодой республики, чтобы проводить свою линию. Однако в Ток-Чуранском кантоне у них возникли трудности. В одном из донесений особого отдела Туркестанского фронта указывалось, что Бурангулов пользуется большой популярностью среди населения. Он умеет подходить к башкирской массе и буквально оседлал ее. Осевших в Ток-Чуранском кантоне коммунистов он живо вытолкал из пределов кантона после ряда арестов и буквально травли. Бурангулов – старый друг Валидова, одна из реакционнейших фигур в Башкирии. В январе 1920 года Бурангулов оказывается в центре грандиозной провокации ЧК. В Ток-Чуранский кантон прибывает сотрудник Баш-ЧК Карл Муценек, начинает пьянствовать и в разгар загула как бы по секрету заявляет Бурангулову, что ЧК готовит физическое устранение Валидова и его соратников. Бурангулов, понятное дело, летит в Стерлитамак, сообщает обо всем председателю Башревкома Харису Юмагулову. Тот немедленно производит аресты членов обкома, партии и ЧК. Действия Юмагулова квалифицируются как контрреволюционный мятеж. Он и Валидов немедленно отзываются в Москву и содержатся там на положении заложников. Бурангулов созывает съезд Советов Ток-Чуранского кантона, который принимает гневные постановления. Президиум съезда требует немедленного возвращения славных вождей башкир Валидова и Юмагулова в Башкирию без лишения каких бы то ни было прав. Постановление Центра РСФСР по отношению к ним съезд считает полным нарушением Конституции РСФСР, оскорблением для башкирского народа. Понятное дело, что требования съезда были проигнорированы, а Валидов и Юмагулов не были возвращены в Башкортостан. В конце 1920 года Бурангулов уходит с должности председателя Ток-Чуранского кантона и вплоть до 1937 года работает преподавателем башкирского языка и литературы в техникумах и школах Стерлитамака, Уфы, Мелеуза, Юматова и Альшеева.
Одновременно учится на литературном отделении Уфимского педагогического института и заканчивает его в 1935 году. Однако через 2 года подвергается аресту. О своем внезапном освобождении Бурангулов впоследствии вспоминал. Говорит, вот меня отпустили, нам старые националисты не нужны, нам свежие нужны. И вот его в 1937-м, где-то после 8 месяцев там задержали, и его отпустили. Конечно, вот это очень большая для нашего народа, я думаю, для нашей культуры удача, что ему дали время вот поработать. Потому что как раз в годы работы в Институте истории он все, что собирал, он смог там на машинке пропустить через машинопись, через машинку, пишу машинку, и в архиве сохранились его вот, часть его собранного материала, в том числе и текст Урал-Батыра. По освобождении Мухаммед-Шах Бурангулов устраивается в научно-исследовательский институт языка и литературы. В это время пишет множество пьес, которые ставятся на сцене Башкирского драматического театра. 25 февраля 1940 года Мухаммед-Шах Бурангулов принимается в члены Союза советских писателей, а через 4 года, в 1944 году, удостаивается звания народного сэсэна Башкирской АССР за выдающиеся заслуги в области импровизаторского искусства. Однако через несколько лет над ним начали сгущаться тучи. Причиной тому стал эпос «Идукай и Мурадым». Он является башкирским вариантом ногайского сказания «Едигей». Партийные органы и литературные братья, поначалу не обратившие внимания на публикацию ряда кубаиров, в том числе о Карасакале, последнем хане Башкирии, буквально сорвались с цепи, когда Бурангулов поставил пьесу «Идукай и Мурадым» на сцене театра. Еще бы, башкирский драматург осмелился воспевать Золотую Орду. В эпосе «Идукай и Мурадым» передаются реальные исторические события, сопровождавшие борьбу знаменитого эмира Едигея и его сына Нурадына против хана Золотой Орды Тахтамыша. Настолько этот эпос был популярен, что Москва решила кинофильм снять по этому эпосу, по этому сюжету. И бригада приехала сюда, и вот с этим, то ли с этим было связано, в общем, вопрос, она откладывалась, и начали детально разбирать, что это такое, кто они такие, заслуживают ли они того, чтобы их осветить. Это же кинофильм снимать, тогда это большое событие было. В 1940 году один из вариантов эпоса «Едигей» был опубликован в Казани. Текст эпоса, составленный по принципу творческой реставрации, предоставил Наки Исамбет. Наки Исамбет – татарский писатель, драматург и фольклорист. Родился в селе Малаяс Салаватского района Республики Башкортостан. В начале своей научной карьеры он работал в Башкортостане, собирал башкирский фольклор. У Наки Исамбета тоже сложная судьба. Он же наш из Салаватского района, я с ним знакома. К моему такому счастью, я успела, как раз после окончания университета я работала в Институте истории, и тогда мы почти целую неделю с ним общались. И он спрашивал, ему уже тогда было около 80 или, может, больше, но у него великолепная память, и спрашивал, с какого я района, и помнил, в каких деревнях он в 20-е годы по поручению Дауд Юлтыя собирал материал. Мало кто знает, что своего Едигея Исамбет написал на территории современного Абзелиловского района. Вскоре переехал в Казань, и там собранный им материал вышел под названием татарского народного эпоса. Бурангулов, ссылаясь на эту публикацию, недоумевал, почему ему запрещают публикацию башкирского эпоса «Идукай и Мурадым» и постановку одноименной драмы, тогда как Исамбету разрешают это делать. Он даже оправдывался, если вот там татарские исследователи, они печатают, или там кто-то так-то говорит, почему
моя пьеса, мое видение вот этого сюжета, оно вызывает такие нарекания. Тогда ему сказали, а ты уже начинаешь ссылаться на других, мало того, сам напортачил и других хочешь путать. И, естественно, ярлык на него тот же, что он певец феодальных таких пережитков, назад зовет патриархальщину, возвеличивает вот то время, когда башкиры жили при ханах и, естественно, против советской власти. В 1946 году состоялось заседание Союза писателей БАССР, на котором Бурангулов подвергся жесткой обструкции. Слово взял некто Зулькарнаев. Все творчество Бурангулова пропитано национализмом. В написанных им пьесах на исторические темы история башкирского народа извращается в пользу националистических идей. Киреев. Творчество Бурангулова взрастает из местнической националистической ориентации. Он шел последовательно шаг за шагом, проводя чуждую идеологию. От приукрашивания патриархальной жизни к самобытности и обособлению. От обособления к противопоставлению башкирского народа к русским. Осталось провозгласить только лозунг националистов «Башкирия для башкир». По логике литературных судей, Бурангулов должен был клеветать на прошлое башкирского народа. Мол, все там было плохо, и вот только советская власть открыла книгу их подлинной истории и светлого будущего. Одно то, что он показывает исторических деятелей Золотой Орды людьми, а не зверями, есть национализм и противопоставление башкир русскому народу. В резолюции коллеги потребовали исключить Бурангулова из Союза писателей и лишить его звания народного сесена. Постановлением особого совещания при Министерстве госбезопасности СССР от 1950 года Бурангулов был осужден на 10 лет заключения за участие в валидовщине и национализм. Однако через 6 лет, в 1956 году, в связи с началом хрущевской оттепели, был освобожден досрочно. Он был полностью реабилитирован, однако клеймо валидовца, певца ханско-феодальных времен и реакционера, продолжало преследовать его повсюду. Конечно, Мухаммадша Бурангулов был очень незаурядная личность. Он очень, вот меня удивляет его деятельная натура. Он нигде не сломался, дух его не был сломлен. Он даже вот после возвращения из вечного поселения в Сибири в 1956 году, ему возвратили и звание сесена, народного сесена, ему возвратили членский билет Союза писателей, но он не мог до конца реабилитироваться, его творчество осталось невостребованным. Он пишет самому Суслову. В 1942-43 годах на сюжет народного эпоса мною написано драматическое произведение «Идука и Мурадым». Однако по неизвестным мне причинам герои этого произведения как-то перепутали с полководцем Тухтамыш-хана Идигеем, который после смерти моего героя еще 40 лет жил и служил в Золотой Орде. Таким образом, моего Идукая перепутали с ханским полководцем Идигеем. Остается удивляться, на какие наивные ухищрения приходилось прибегать Бурангулову, чтобы завоевать себе право на дальнейшую работу в области фольклористики. Но что поделать? Именно в Башкортостане установилась атмосфера неприятия всего, не вписывающегося в большевистскую концепцию истории, будь то Золотая Орда или башкирские восстания. Гонение на ханско-феодальное прошлое башкир представляло собой закамуфлированную борьбу с контрреволюционной валидовщиной. Мухаммед-шах Абдрахманович Бурангулов умер в 1966 году. Публикация эпоса «Урал-Батыр» состоялась в 1972, то есть через 6 лет после смерти Сесена. Только с этого времени с большим опозданием началось его изучение. Сегодня весь мир имеет возможность познакомиться с этим древнейшим памятником духовной культуры человечества. Несомненно, что вот это вот восприятие этого уникального памятника стало основой, в общем-то, и изменения отношения вообще, нашего отношения вообще к истории, собственно, башкирского народа. Вот раз такая духовная традиция почти неизменном виде транслировалась в течение более чем 10 тысяч лет, вот,
Вот, соответственно, мы должны, так сказать, попытаться понять это явление и найти вот способы, как бы его, так сказать, вот объяснить. Долг, я считаю, вот сегодняшнего поколения, может быть, ученых, руководителей, работников культуры, образования, всем нам сегодня продвинуть этот свой эпос, потому что он имеет мировое значение. На полотне народного художника СССР Ахмата Лутфуллина мы видим крепкого как кремень и несгибаемого как сталь старика. Это Мухаммедшах Бурангулов. Мухаммедшах Бурангулов сохранил важнейшие памятники поэтического творчества башкирского народа. Но самым выдающимся его деянием справедливо считается фиксация эпосов «Урал-Батыр» и «Акбузат», вобравших в себя мифологию многих тысячелетий, многих этнокультурных общностей – ариев, тюрков, уральцев. И в этом смысле Бурангулов действовал не только во имя башкирского народа, но и всего человечества.